Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем с вами на благословение высших сил. Гадать я буду на своей маленькой колоде, которую ношу с собой. Итак, какое благословение высших сил вы скоро получите в своей жизни? И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, смотрите. Вот наши карты, да? Мы с вами сейчас будем доставать 3 карты, 3 позиции. Первая карта покажет, в каком аркане вы сейчас находитесь, живете. А потом мы уже будем смотреть, какое благословение высших сил вы скоро получите. Итак, мои дорогие, повыше поднимаю руки, чтобы вы видели, как я перемешиваю колоду. Итак, первая карта, как вы помните, да? В каком аркане вы сейчас находитесь. Так, достаю 3 карты, и сейчас я вам их покажу. Так, первая, вторая, третья. В каком аркане вы сейчас находитесь, да? Вот смотрите. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, первая карта – это в каком аркане вы сейчас находитесь. Первая позиция. И вы у нас туз пентаклей. Это очень счастливая карта. Карта показывает, что вас уже благословили высшие силы. И, скорее всего, вы получите скоро яркие возможности или уже получили, да? Хорошие новости, может быть. Может быть, вы сейчас в ресурсном состоянии. И всеми своими шансами в жизни вы очень даже пользуетесь, и у вас получается. Также карта показывает, что вы себя хвалите за что-то. И, соответственно, когда вы себя хвалите, то у вас получается все лучше и лучше. Еще эта карта говорит о том, что вы можете помогать людям. И, соответственно, когда вы людям помогаете, люди отвечают вам в итоге тем же, либо высшие силы посылают вам какую-то благодать, да? Хорошо. Если вы себя узнаете в карте туз пентаклей, носите ее с собой. Кстати, это карта талисман, самая настоящая, да? То давайте смотреть. Давайте смотреть, как благословят вас скоро высшие силы, какие благословения вы получите в очень скором времени. Сейчас узнаем, какое благословение вы скоро получите. Тут так птички чирикают вокруг, летают, так здорово. Итак, какие у нас с вами благословения, да? Первая карта у нас 15-й аркан. Ну, 15-й аркан – это вообще карта, вот в чем благословляют вас высшие силы. Конечно, освободиться от какого-то негатива, да? Но это значит, что этот негатив на вас реально кто-то наводил. Или у вас были порчи, сглазы, проклятия, негативные программы, да, которые передавались по роду. Соответственно, высшие силы хотят вас избавить от негатива. И смотрите, это у нас повелитель всех материальных ресурсов, поэтому в скором времени вас могут благословить большими деньгами, потому что, ну, у нас тут еще туз пентаклей выпал, да, и, соответственно, раз у вас вот эта карта и туз пентаклей наш, да, то, соответственно, могут прийти большие деньги. Высшие силы могут наградить вас натуральным богатством в жизни. Так, следующая карта у нас с вами тройка мечей. Тройка мечей показывает, что высшие силы благословляют вас освободиться от какой-то ужасной психологической травмы, которую вы в прошлом получали. К сожалению, многие из нас страдали. Действительно, так оно и есть. Кто-то сталкивается в этой жизни с предательством, с болью, с изменами, да, в личной жизни, разбитое сердце. Кто-то обижается на судьбу, допустим, со здоровьем плохо, или бедным был, или еще что-то, с родителями не так. Обижали родители, одноклассники, люди окружающие. Соответственно, у вас осталась эта психологическая травма. Вы знаете, что у большинства людей есть какие-то психологические травмы сейчас. Почему? Потому что, ну, высшие силы посылают нам всем какие-то жизненные испытания, трудности, да, потому что у нас сейчас век трансформаций, и, соответственно, сейчас массово люди достигать начинают некого духовного развития, все-таки более высокого духовного уровня, чем это было раньше, да. Итак, значит, вы избавляетесь от психологической травмы. Следующая карта – влюбленные.
Конечно, после того, как вы освобождаетесь от психологической травмы, вы можете обрести вторую половинку, любовь, хорошие гармоничные отношения, либо выровнять отношения с тем, кого вы любите. Ну, то есть, если у вас уже есть человек любимый, вы от него не отказываетесь, да, ну, соответственно, вы можете обрести с этим любимым человеком отношения, любовь, счастье, гармонию и все самое лучшее. Счастливый брак, счастливый союз, да. И девятка пентаклей, опять же, материальная карта. Она показывает, что человек сначала должен достигнуть некого материального процветания, ресурсов, а уже потом он помогает другим людям. Он высокоразвитый становится почему? Потому что у него есть уже материальные ресурсы, он не нуждается, он не голодает, он не зациклен на обычных наших естественных потребностях, что ему там, допустим, каких-то жизненных просто благ и ресурсов не хватает, да? То есть, когда вам дается такое благословение, как деньги, богатство, то это и есть путь к духовному развитию. Почему? Потому что, естественно, когда у тебя все есть, ты можешь легко достигать большего, да, в духовном развитии. Ну, то есть и людей больше понимать, и умнее становиться, и развиваться, посещать какие-то и психологические тренинги, и консультации, и курсы, и уже у тебя идет полное развитие. А когда ты голоден, когда ты зафиксирован там, да, на тяжелой работе, чтобы срочно только зарабатывать, да какое там уже будет? Разве это духовного тебе развития? Нет, конечно. Ну вот, значит, вам дается вот исполнение желания в плане благосостояния своего. Вот, хорошо. Вот такая у нас была первая позиция. А мы переходим к позиции номер 2. Это не та карта, вот вторая. Итак, двойка мечей. Ваше текущее состояние в жизни. Ну, эта карта, она показывает, что вы сейчас реально в чем-то, ну, не можете принять решение, определиться. Ходите, как говорят, по лезвию ножа, да, по какой-то кромочке, по маленькому тоненькому канатику, рискуя. Вы знаете, карта говорит, что нужно определяться, иначе вы вот в этом сомнении так и будете жить, и ничего не решится. Вы должны научиться принимать решения. Вот это ваша, так скажем, сейчас самая основная проблема, да, в жизни. Ну и, соответственно, раз у нас выпала двойка мечей, может, вы мечетесь между какими-то двумя вариантами, даже людей, и вам нужно научиться выбирать, да, выбирать. Рискуете вы почему? Вот я объясню. Вы на что-то закрываете глаза, на какие-то свои проблемы, трудности и закрываетесь в свою зону комфорта. Проще не замечать проблемы, чем их решать, правда? Но нужно научиться решать проблемы, иначе это ничем хорошим обычно не заканчивается. Проблема никуда не уходит, пока вы ее не решите. Поэтому обязательно решайте свои проблемы в срочном порядке, и у вас будет прорыв в жизни. Хорошо. Давайте теперь дальше смотреть. А какие благословения высших сил вы скоро получите? Итак. Ух ты, у нас тут карта королева жезлов выпала, очень красивая карта. Вся в подсолнухах. Почему такая? Потому что это символ прорыва в жизни, вот как раз-таки умение определяться. Но и сыграет в этом роль какая-то женщина для вас. То есть королева жезлов – это самостоятельная, яркая женщина, женщина-профессионал или хорошая подруга, или даже стимулирующая вас женщина, которая в чем-то с вами соревнуется, да, лучше вас, как вам кажется, если вы женщина, да. Ну а если вы мужчина, это даже женщина, с которой у вас может быть какая-то связь, да, притяжение, и она стимулирует вас к развитию и к действию в жизни. Так вот, эта женщина будет для вас неким толчком таким, да, в жизни, вот благословением. Почему? Потому что вам посылается человек, чтобы вы сделали в своей жизни прорыв, чтобы вы начали действовать и чтобы у вас все получалось, понимаете? В итоге вы станете богаче, ярче, самореализованней, да, будете предпринимать самые лучшие действия для того, чтобы в жизни у вас был прорыв. То есть вы уже не будете таким вот закрывшим глаза неопределенным человечком. Это очень хорошо. Карта самостоятельности на самом деле и лидерства, да. Следующее благословение – двойка пентаклей. Хочешь жить, умей вертеться. Вот вы будете вертеться. Вам дается энергия для свершений, для того, чтобы в жизни
что-то сделать, причем хорошее, важное, нужное, и показать себя со всех самых лучших сторон. Вы себя покажете в скором времени. Карта очень хорошая, она говорит, что, возможно, у вас будет альтернативный источник дохода. И это замечательно. Хорошо. Следующая карта – это справедливость, правосудие. Тут у нас прям такая богиня. Богиня египетская, Маат, по-моему, да, называется. Смотрите, эта карта, она показывает то, что будет достигнуто равновесие. Чувство справедливости ваше будет удовлетворено. Может быть, будут наказаны обидчики, и высшие силы вас благословляют этим, да? Чтобы вы в каком-то вопросе, где вас обижали, достигли справедливости. Карта также показывает всякие выигранные суды, всякие решения в вашу пользу от вышестоящих органов. И хорошее, может быть, да, устройство на работу вас или какого-то, может быть, человека, любимого там, да, близкого. Но это действительно решает ваши проблемы на каком-то вот вышестоящем уровне, да. Следующая карта – колесо фортуны. А дальше меняется круто ваша судьба. И жизнь подкидывает вам фортуну, удачу. Может быть, вы начнете куда-то ездить или переедете, или поедете на далекое расстояние. Карта показывает, что все в этом плане у вас очень сильно поменяется. И жизнь буквально начнет вертеться, а вы должны быть в потоке. Чтобы поймать волну удачи, да, которая вам действительно подкидывается высшими силами, вы должны быть в потоке, вы должны идти вместе с круговертью этой жизни и покориться этим переменам. А в жизни действительно могут быть кардинальные положительные перемены. И дальше у нас шестерка пентаклей. Конечно, это ровное такое состояние, деньги, богатство, процветание, да. И сколько человек работает, столько заработает, да еще и результаты могут быть. А еще карта показывает, что вы можете давать кому-то в будущем работу, да. То есть быть уже человеком, который помогает другим, обеспечивая их работой. Это очень хорошо. Ну, вот такая у нас вторая позиция получилась. Вот такие благословения. А мы идем с вами к позиции номер 3. Только у меня немножко тут вот волосы прямо в лицо лезут. Прям в глаз попало, короче. Итак, первая карта на позиции – это шестерка мечей. Ну, вы у нас человек, возможно, собравшийся в путь, в дорогу, в путешествие, в поездку или даже переезд хотите сделать, да, себя. Но также эта карта показывает выход из проблем, из трудностей каких-то в жизни. И, соответственно, вы отгребаете, да? Ну, типа, были проблемы, а я тихонько от них отгребаю. И к более благоприятным обстоятельствам иду. Но это хороший знак. Человек должен заботиться о своем счастье. Не забывайте об этом. Хорошо. Давайте посмотрим, какие благословения высших сил вы скоро получите. Итак, королева кубков. Прекрасная карта, показывает успех в любви. Но вот опять же, да, кто простимулирует вас к этому успеху? Какая-то красивая женщина. Если вы мужчина, вот она, красивая женщина, с которой у вас будут отношения, да. Ну а если вы женщина, может, вы с какой-то женщиной пообщаетесь, она простимулирует вас к тому, чтобы вы стали более красивой, обаятельной, худая, там, я не знаю, какая угодно. Какие у вас представления о красоте? Ухоженная, может быть, да, какая-то. Ну вот очень красивая женщина. И чем вы красивей, тем больше у вас внимания противоположного пола или любимого человека, и тем больше у вас успех в любви и желание о вас заботиться, да, если вы женщина. Хорошо. Следующая карта, 13-й аркан. Вас благословляют, чтобы покинуть прошлое и встретить новое будущее. Высшие силы хотят изменить вашу жизнь, трансформировать вас, чтобы вы отказались от всего устаревшего, ненужного, да, чтобы ваша жизнь началась с чистого листа. Это очень важно здесь. И карта показывает, насколько вы должны научиться отпускать. Высшие силы вас вот буквально наделяют способностью, вот такой благополучной способностью, да, просто брать и отпускать. Отпускать все ненужное из своей жизни, ненужных людей, ненужные обстоятельства, негативную работу там, или еще что-нибудь. Хорошо. Следующая карта – четверка пентаклей. Высшие силы благословляют вас накопить на что-то крупное. Ну, например, квартира, дом, машина, бытовая техника, ремонт, что угодно. Путешествия, переезды. Карта показывает буквально сундук с деньгами. Может прийти действительно какая-то посылка с подарком или хорошие крупные подарки, денежные подарки, вот у кого какие обстоятельства.
Карта также иногда показывает получение богатого наследства. Все зависит от того, как вы живете, с кем общаетесь, да, и кто у вас родственники. Рыцарь кубков показывает то, что в скором времени вас благословляют, опять же, на счастливую личную жизнь, признание в любви и совместный путь, да, вот с этим человеком в свою жизнь. То есть карта, она очень хорошая тем, что вы с любимым человеком будете точно вместе, у вас будет очень хороший любимый человек, очень хорошая личная жизнь, да, и человек по сердцу, вот именно тот, с кем хочется продолжать этот путь. И все удобно с человеком, все комфортно, да? Человек тебя полностью устраивает. Причем, вы знаете, романтика такая, да? Именно какие-то свидания невероятные. Человек там говорит хорошие слова. Это вот очень все хорошо и здорово. И дальше у нас 10 жезлов. Вы брали на себя слишком много, а теперь вы действительно, вот даже у вас первая карта 6 мечей, не зря, да, разгружаетесь, освобождаетесь от своих жизненных тяжестей, проблем, трудностей, нагруженности вот этой. Высшие силы говорят, ты донесешь свои 10 жезлов до дома, и наконец-то все у тебя спадет с плеч, эта, да, тяжесть. 9 жезлов показывает победу в жизни. То есть вы что-то дотерпели, вот буквально выстояли, достояли, да, и наконец-то триумф, наконец-то у вас все получилось. Ну вот такой у нас получился 3-й вариант. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.